Друзья мои, сегодня у меня есть для вас особое слово из Псалма 62 стиха 8. Здесь псалмопевец, царь Давид, говорит Господу Богу следующее. «Ибо Ты – помощь моя». Он знал, что не был таким сильным, таким опытным и таким непобедимым, каким казался. Во всем этом ему помогал Бог. То же самое касается предпринимателя, того, кто получает высокие оценки на экзаменах, того, у кого счастливая семья, чьи дети благословлены. В этом моя заслуга? Нет. Это Бог вас благословил. И далее псалмопевец Давид сказал так. «И в тени крыл твоих я возрадуюсь». В Псалме 90 он говорит: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Вам нужно, чтобы это случилось в вашей жизни. Облекитесь в то, что Бог открывает здесь. Под этой сенью вы укроетесь, в этой тени вы возрадуетесь. Теперь посмотрим на благословленного человека, и я вернусь. Что Иисус сделал для вас? Иисус сейчас исцелил мою ногу. Что у вас было с ногой? Мои ноги не сгибались. Я не могла ходить, ни за кого не держась. Вы пришли сюда с чьей-то помощью? Да, я опиралась. На кого вы опирались? На свою дочь. Представьте себе, что я ваш сын. Покажите, как это было. Как вы ходили? Я держалась вот так. Пошли. И я шла так. Так. Где ее дочь? Вот она. Подойдите, дочь, подойдите. То, что она говорит, правда? Правда. Как вы ходили? Покажите мне. Она не ходила. Вывели ее? 2 человека. Требовалось 2 человека? Да. Теперь покажите мне, как это было. Было вот так. Теперь отпустите ее. Вы сможете ходить во имя Иисуса. Посмотрите на ее походку, друзья. Это правда? Правда. Я вернулся помолиться с вами, мой Бог, мой дорогой Отец. Мы тоже хотим сейчас возрадоваться, Бог. В тени Твоих крыл, укрыться под Твоей защитой, поскольку Господь – наша помощь. Отец, благодарю Тебя за все. Я защищаю этого человека во имя Иисуса. А вы скажите «Аминь».